ала Кавказ нхыҵ инхо ҳашьцәа ашәуа арахьынтә уахь ихыҵыз роуп. Дареи ҳареи зегь рыла ҳаизааигәоуп. Ҳмилаҭ маҭәагьы акоуп. Уи ианыԥшуеит ҳаԥсабара аиҿкаашьа, аҭыԥҳа леихышәашәашьа, арԥыс иеихытаршьа уҳәар еиԥш иҟоу ахәҭақәа. Ашәуаа, мамзаргьы абазақәа рмилаҭцәа шәҵатәы коллекциа аԥылҵеит иахьа ҳдырыҭра иалахәу аҭыԥҳа. Ҳмилаҭ цәамаҭәа аиҿкаашьа, аҩычашьа, аӡахышьа, аныҟәгашьа уҳәа зегь рыла даҽа шьоукы ҳрылазмырҩашьо ҳатрадициатә культура бзианы изнымԥшуа иреиуоуп. Урҭ рыԥшӡара, рсахьаркыратә ҵаулара аҵак ду амоуп, ҳдоуҳатә культура иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп. У меня костюмы 17 века, 18 века и 19 века. Самой сложной работой оказалось воспроизвести костюм 17 века, так как достоверных источников, к сожалению, нет, не осталось. Но если они даже есть, то они для нас недоступны. То есть найти я их не смогла. И с помощью изучения культуры, с помощью изучения истории нашего народа я смогла воспроизвести подобный костюм. Диана Ионова аетникатә мода Аԥсны захьӡу апроект напхгара алҭоит. Еиҿкааны илымоуп амодақәа ртеатр лара зеиҳабу. Уи амодақәа ртеатр зегь раԥхьа иахьықәгылаз Италиа ауп. Уаҟа дара актәи аҭыԥгьы ааныркылеит. На тот момент мы сотрудничали с дизайнером Саид Шах, и были очень восточные красивые наряды. Тогда у меня зародилась идея, а почему бы нам не представить свой национальный колорит на таких площадках, как Европа, Азия и так далее. И с этого момента я решила создать именно этнический театр. Театр мод – это новое направление, это совокупность показа, дефиле, но в театрализованном контексте. То есть с элементами танца, с элементами костюма. Это очень интересное направление, мы заинтересованы таким направлением. Диана бара бызшәа бдыруама, бцәажәома бызшәала? Шьҭа, сара сбызшәала сцәажәоит. Ибзианы ибдыруама Диана бызшәа? Бзиаӡа издырит. Диана анхыҵт Кавказнтәи иаҳзааз ашәуа ҭыԥҳа ауп, лбызшәа бзианы илҳәоит, аха ҳара иахьаҳзеилымкаауазын лареи сареи урысшәала ҳаицәажәар акәхеит. Уажәы ааигәа Диана иаԥылҵеит амилаҭ шәамаҭәатә коллекциа. Урҭ амилаҭ шәҩычақәа хыԥхьаӡарала аабаҟоуп. Дара рызегьы абазажәлар рмилаҭ шәамаҭәақәа роуп. Урҭ ихылшеит шьҭрала, аамысцәа рымаҭәеи, анхацәа рымаҭәеи ҳәа. Я имела возможность выиграть грантовую поддержку от международного объединения Алашара. Пользуясь моментом, хочу выразить огромную благодарность Экзекову Мусе Хабалевичу за данную возможность. То есть они мне помогли создать эти костюмы. Это было очень тяжело в период пандемии. То, что было запланировано сделать, допустим, за полгода, у нас растянулось на 1,5 года. Поэтому наша работа только подошла к концу в мае месяце, а презентация состоялась неделю назад. Я хотела показать жизнь разных сословий нашей культуры, нашего народа. Также они у меня делятся по таким, как костюм воина, костюм незамужней девушки, костюм детский девочковый, костюм мальчиковый тоже детский, костюм княжны и князя. То есть показать эти сословия я хотела. Диана амилаҭцәа шәҵатәымаҭәа аԥсара лҽаназыҟалҵоз излаҭылҵааз ала ашәуаа рҿы аҳкәажә илшәылҵоз аҵки, анхаҩ-ҭыԥҳа илшәылҵози аиԥшымрақәа рыман. Они отличаются даже по цветовой гамме. То есть раньше простолюдин, так скажем, мог себе позволить ткани такого цвета, как белый, серый, коричневый, черный. То есть цвета, которые, скорее всего, были практичны, я так понимаю. А князья, княжна,
То есть такое сословие могло себе позволить более дорогие ткани, насыщенные цвета, как зеленый, сиреневый, красный, ну и белый цвет, соответственно, тоже присутствует. Аишуар милат шуича злырхози, апсуах милат шуича злаххози, аюгара курацшаны ирмам. Ахм тету пирхунпи яла нагалакоз, акакуйба кыгазырги, ейпшу. Ашцату, ахацату, ашцату злырхоз, излар ючуззиги, ауарнапы ицырхон. Акуны, аш, абымба арыхны, аласа хаханы, ацшарчны, уха. Соответственно, это все делалось вручную, очень ценилась золотая вышивка, которая хранится веками, между прочим. Делается это очень долго, кропотливо, но это хранится. Диана епылцыз амилат шуича азырхьяран лара илыцхрайт дара ирацуйны. Ахир, арадзины, атша, аусру дозвулу, аматваз захва, аказача. В моем проекте, вернее, участвовало более 25 человек. Был задействован практически весь Северный Кавказ, все точки. И, соответственно, Абхазия тоже мне помогла, наша историческая родина. Это Дагестан, это Нальчик, это Черкесск. То есть мы искали рукодельниц по всему Северному Кавказу. Потому что это не так сейчас, к сожалению, распространено, мало кто этим занимается. Соответственно, мы не ткали ткань, да, эта ткань была приобретена, это заводская ткань, хотя она и натуральная, очень хорошая, но заводская. Что делалось вручную, это, соответственно, вышивка делалась вручную, шились эти костюмы все вручную, все вышивки, все детали. Что касается изделий, да, нагрудники, пояса, это тоже ручная работа. То есть мы воспроизводили это все согласно нашему национальному орнаменту. Чем, например, наш орнамент абазинский отличается от других орнаментов других народностей? Все круглое, завивается как бараний рог. То есть, ну, какие-то такие черты отличительные, соответственно, есть. И отличается от абхазского тоже, да? Конечно, да, отличается. Диана Алмилат Страматока коллекция рабша айскизку тыхны уртрыла ауп иширцахыз. Айскизку лыстыхит Кавказан хыцпи агаза Труджоев Рустам. Он занимается как раз-таки абазинским костюмом, и он выполнил эту работу. Я довольна была очень, потому что я вижу то, что на самом деле соответствует нашей истории. Изучала нашу историю я целый год, иначе я не могла приступить полноценно к этой работе. Я проверяла все источники, которые были. Что касается эскизов, да, нарисовать это одно, но получить еще достоверный источник по нашей истории – это совсем другое. Соответственно, мне помогали научные сотрудники, языководы, такие как Мураткова Фаризат и, соответственно, Цекова Лейла. Они мне помогли распределить по сословиям эти костюмы и, соответственно, их описать. Особенно Мураткова Фаризат, она занимается описанием именно на абазинском языке костюмов. Айскизку антырхоз, ачаматуку аннуқургоз, иршурцо запштука ирыкуршена иғарцейд. Аха аматуку анырдзахоз, апштуказаги ирыкуршенадзахра залымшейд. Цветовая гамма у нас не совсем соответствует по неким костюмам. Объясню почему. Потому что когда эскизы рисовались, на тот момент закупка материала еще не произошла, так как были большие сложности с пандемией, все границы были закрыты. Достать тот материал суконный, который мне нужен, было очень и очень сложно. Поэтому некоторые цвета мы перемешали, но что касается сословий, мы выдержали цветовую гамму, то, как должно было это быть. Диана епылцыз амилат шаматват коллекция лшейт ахсарыматуку пшиба, ахасарыматуку пшибарыла. Акумжи акаби Кавказпи ашхару жларко зеги ишрзи пшуги, адзахишечы айкумшерко хикуги охоп. Что касается мужского костюма, да, черкесска она у всех одна, то есть одинаковая, но может разниться по длине. То есть если абхазский костюм, подол мужского костюма покороче, то в абазинском костюме, если это княжеский костюм, то он, соответственно, длиннее. Но если это воин или простолюдин, соответственно, короче, так как им нужно было работать, воевать, и
легкость в передвижении должна была быть. А княжеские костюмы у нас тоже подлиннее были, по-моему, насколько я знаю. Не так разве? Были, но на сегодняшний день, к сожалению, шьется это все покороче, так как в костюмах мы на данный момент только танцуем в ансамблях. То есть мало кто на сегодняшний день ходит в национальном костюме. К сожалению, это красиво, это очень красиво. Аҳәсарнатәа зларҩычоз аххьақәа, аҟаитанқәа, асахьанҵақәа, аибаркыгақәа, аԥыџьқәа рҿгьы аԥсуааи ашәуааи рҟны аиԥшымрақәа уԥылоит. Ашәуа ҭыԥҳацәа рымаҭәа аԥхьа аҵәахәыҷқәа адзахылан, ианныҟәо рыбжьы галар акәын. Абазинская девушка отличалась своим звоном. Сразу вопрос, как можно звенеть, да, как это? На самом деле, да. Если посмотреть на тот нагрудник, который присутствует на нашем абазинском костюме незамужней девушки, можно обратить внимание на колокольчики округлой формы. И действительно, когда она ходит, совершает какое-либо движение, костюм звенит. Звук должен был быть причем тонким, изящным. Также на костюме присутствуют обереги, которые защищали их от злых духов. Это платье незамужней девушки княжеского рода. Это говорит о том, что на ней много серебра, соответственно, цветовая гамма говорит о благосостоянии этого рода, то есть ткани довольно-таки богатые, качественные и цветовая гамма соответствующая. Нагрудник. Нагрудник имел большое значение в то время для девушки, то есть это говорило о ее красоте, опять-таки о ее благосостоянии. Так сказать, эти элементы звенящие, как раз таки это то, о чем я говорила. Те самые колокольчики, которые должны звенеть при движении, либо ходьбе, в танце и так далее. Они все выполнены из серебра. Соответственно, обереги тоже у нас выполнены из серебра. Их количество должно было быть от нескольких штук до десятков. Все-таки тоже зависело от благосостояния, насколько семья могла себе позволить такой наряд. Соответственно, застежки. Повторюсь, в каком плане. Надо понимать, что это костюм все-таки пошит для театра мод. Это театральный костюм, это не костюм, то есть это не музейный экспонат, который воспроизведен просто в точности, но тем не менее я настолько вдохновилась этой работой, что я подошла практически и воспроизвела, насколько это возможно, все детали. То есть это все выполнено вручную ювелирами, ремень достаточно широкий, посеребрение, соответственно, крепится это на ткани. Диана Ионова лмилаҭ маҭәақәа лзызӡахыз Гәлиза Аҩӡыԥҳа лара пианисткоуп, лзанааҭ хада амузика ауп, аха бзиа илбо усны аӡахрагьы лнапы алагоуп. Когда Диана ко мне обратилась в начале, вот когда мы встретились с ней, как бы, честно говоря, я хотела отказаться, потому что одно дело шить национальные костюмы, это мне приходилось шить там шоу-группам, танцевальным коллективам, но когда стала задача, что именно исторические костюмы, здесь другая ответственность. Честно говоря, вначале я хотела уже отказаться. Но потом какое-то время прошло, Диана мне опять позвонила, мы встретились с ней. Ну, я думаю, все-таки я потом согласилась. Мне было интересно, потому что историческими костюмами я никогда не занималась. Это было первый раз. Вот она мне принесла эскизы. Сами пошивы платья для меня это несложно было. Вот орнаменты, вот должно было все точно, это имеет значение. Потом
вот рукава вот здесь, это не просто здесь орнаменты нужно было сделать. Ну не то чтобы сложно, но задача была такая ответственная, нужно было сделать все точно. Тут другая работа, должно быть все настолько, вот видите, сколько всего вот нужно было к этому платью пришить. Да, вот она мне вот показала, Диана, вот это фотографии, вот, какие должны были быть. Ну и вот там приходилось аппликации делать. Ну понятно, что раньше в старину все это вышивалось руками, но сейчас понятно, что это невозможно. Но во всяком случае старались сделать так, чтобы было похоже. И сочетание цветов тоже старались, чтобы это было красиво. Диана потом попросила обувь, тоже мне пришлось потом шить. Диана коллекцияҿы иҟоуп ахәыҷқәа рымаҭәагьы, аҭыԥҳа-лыҵкьи аҷкәынцәа ркәымжәи ркабеи. Урҭ рӡахуан адуцәа рымаҭәа еиԥшны, аха изларҩчоз иаҳа идырмаҷуан. Аҭыԥҳа хәыҷы лымаҭәа Диана ҳара иаҳлырбеит лыԥҳа Сариа илышәҵаны. Детский костюм, он отличался лишь дополнениями к костюму. То есть основа, она была пошита точно так же. Причем тут исполнение, вы должны понимать, что это костюм княжеского ребенка, так как здесь имеется довольно-таки массивный ремень. Но детям на тот момент нагрудники не делались. То есть костюм был попроще, шапочки были пониже. И со временем взросления добавлялись линии. Эти линии означают, чем больше сословия, тем богаче, родословная хорошая, тем выше шапка считалась. Естественно, больше полос на этой шапке должно быть. У меня есть источник, что куполообразная шапка, она вообще пришла у нас из Персии. Есть такой источник. Остроконечная шапка – это, конечно, Кавказ, это олицетворение гор, чистоты, то есть они повторялись за природой. То есть все элементы костюма можно увидеть элементы нашей природы. Тут насыщенные цвета, красный цвет. Это уже говорит о том, что род богатый. А так простолюдины одевали в основном серые, черные, такие цвета носили. Диана иаԥылҵыз амилаҭтә маҭәақәа рахьынтә лара иаҳа илгәаԥханы иалылкаауа иреиуоуп аҭаацәара аԥызанҵыц аҭыԥҳа лымаҭәеи аибашьҩы имаҭәеи. Самая интересная работа, помимо платья незамужней девушки, это моя любимая работа. Еще самое интересное – это работа воина, то есть это костюм воина. Мне кажется, на сегодняшний день я не видела, чтобы кто-то воспроизвел эту работу в таком виде. Мы это сделали, да. Ювелир сделал шлем, он сделал все эти наручи или поручи, как это, поручи, по-моему, это называется. Вот. Кольчуга, то есть это очень интересная работа. Костюм воина таки отличается длиной. Короткое платье было. Но не сказать, что это прям кофточка была, она удлиненная была, эта кофта. Ну, вот такого вот плана. Если мы будем говорить о наличии разнообразия шапок, соответственно, в зависимости от случая одевались разные шапки. Они были из разного материала. Если человек, мужчина, находится дома, либо ходит по двору, так сказать, он мог одеть на себя маленькую, низкую такую шапочку, которая прикрывала такую верхнюю часть головы. Да. И, соответственно, если он выходил на какое-то более масштабное мероприятие, так сказать, где много людей, он надевал шапку повыше, побогаче, покрасивее, так сказать. Соответственно, шапка князя отличалась от шапки простолюдина. Простолюдин – это всегда тепло, практичность. Делалось это из овечьей шкуры, шерсти, то есть глаза закрывались от ветра, от пыли и так далее. Диана Кавказ нхыҵ инхо ҳашьцәа ашәуа дырҭыԥҳауп, аха дышхәыҷыз Аԥсныҟа дааит. Ҭаацәароуп лыԥшәма Ашьба Дмитри лареи арԥысгьы ҭыԥҳаки рааӡоит. Лара аҭаацәаратә ԥсҭазаареи аусуреи қәҿиарала еилалагӡоит. Моя тетя здесь замужем, она директор 14-й средней школы. Соответственно, я приехала к ней, и так получилось, что я осталась.
Так как я человек творчества, успеваю все. Мой сын, как истинный мужчина, занимается футболом, борьбой, так сказать. А дочь моя, она очень разносторонне развитый человек, творческий по натуре. Она и танцует, и поет, занимается языками, ей это очень нравится, в моделинге. Актерское мастерство ей удается очень хорошо. Аԥсуаа иашәуа еизааигәа еиҵәықәоу милаҭуп, ҳҵасқәа ҳқьабзқәа еиԥшуп, аха аамҭа иахҟьаны аивгарақәагь ыҟоуп ҳәа илыԥхьаӡоит Диана. Кавказ, он един, но отличия, соответственно, есть. Так как у нас все-таки ислам исповедуется, соответственно, у нас больше запретов. Здесь, так сказать, все-таки может быть то, что это курортная зона, на нас влияет все-таки европейская, так сказать, попроще. У нас в этом плане посложнее. Когда я приехала сюда, это прям чувствовалось, это различие. Тут есть свобода слова, свобода выбора в своих действиях, в том же творческом направлении. А девушка Северного Кавказа, там намного строже все. Но радушие, что касается гостеприимства, это все одинаково. Учитывая современный лад жизни, в котором мы находимся, я считаю, что ребенку все-таки стоит дать право выбора в творческих своих действиях, но все должно быть в рамках, мы не должны забывать, что мы люди Кавказа. В воспитании это очень помогает вырастить хорошего, здравомыслящего человека, достойного, очень помогает. Поэтому я склоняюсь к тому, что терять свои корни, терять свои традиции мы ни в коем случае не должны. Но усовременить что-то, да, свою жизнедеятельность, я имею в виду, все-таки нам приходится, потому что иначе мы не сможем двигаться дальше. Диана иҳадылгалаз амилаҭ цәышәзатәымаҭаҿы иҟаӡам аԥсуаа ҳмилаҭтә цәыҩча, аха лара уи аԥхьаҟа инлагӡараны иҟоу лхықәқәа ируакны илзықәгылоуп. Так как я абазинка, национальный костюм для каждого народа – это совокупность его особенностей, традиций, культуры. Для меня было очень важно продолжить эту культуру, передать своим детям, рассказать об этом. И не только своим детям, своему народу. Мы должны передавать эту особенность из поколения в поколение. Но это не говорит о том, что я не буду шить абхазские костюмы, то есть я до этого тоже дойду, лишь бы хватило времени и ресурсов. Я думаю, что я обязательно это сделаю. Қәрала макьана рацәак лхымҵуазаргьы, Диана Ионова агәаӷьра злоу, ахықәкы змоу ҭыԥҳауп. Зегь реиҳа ихадароу лыуаажәлар ркультура дахьазлымҳау, иахьлырҿиоу ауп.